Всего за время войны на территорию Чечено-Ингушетии были заброшены 8 групп общей численностью 77 человек. Однако операция Абвера, носившая кодовое название «Шамиль», провалилась. Половина диверсантов была уничтожена, в том числе благодаря помощи истребительных батальонов, созданных из местных жителей. И днем бросали, и ночью были случаи бросали. Очень трудно было поймать, трудно было. Вот сейчас эти телефоны на руках мы носим, а у нас для роты, скажем, одна трубка была. И это было на параконной бричке было, это батареи и так далее, все одна трубка. И связи не было. Очень тяжело было с десантом, с этими в горах, в горных условиях. По данным НКВД, к октябрю 1942 года в горных районах Чечни были уничтожены около 400 бандитов и дезертиров, получавших оружие от Абвера. Всех уроженцев республик Северного Кавказа в восточных формированиях вермахта за время войны набралось менее 30 тысяч человек. В то же время в русской освободительной армии генерала Власова насчитывалось 120 тысяч бойцов, и еще более полумиллиона человек носили ее символику. Особенно массовым был размах антисоветского движения в Прибалтике и на Западной Украине. Тем не менее, за провал 1942 года и собственные ошибки Сталин решил наказать несколько малых народов Советского Союза. 23 февраля 1944 года Чечено-Ингушская АССР была упразднена, а почти полмиллиона ее жителей депортированы в Северный Казахстан и другие районы страны. Мы, когда приехали туда, привезли бро, нам очень помогли русский народ. Казахи. Ранее высланные немцы, волжские немцы находились там. Когда война подходила, их тоже выслали. Помогали, уют давали, тепла давали, что есть, молоко, картошка там. В то время и у них не было ничего. И у нас не было ничего. Так что в отношении этого обиды нету. — 23 февраля 1944 года в Северный Казахстан и Среднюю Азию было выселено 98 тысяч ингушей. За несколько месяцев до высылки на фронт поступило секретное распоряжение вычеркивать ингушей из наградных списков и не присваивать им воинские звания. За время Великой Отечественной войны к званию Героя Советского Союза было представлено 46 ингушей. Но тогда ни один из них своей законной награды так и не увидел. Только 4 человека, причем 3 из них посмертно, получили звезду Героя спустя полвека после войны. Ингуш Хаджимурат Баталович Котиков начал войну рядовым артиллеристом 22 июня 1941 года в Белоруссии. Участвовал в Ржевско-Вяземской операции. В 1943-м сражался на Курской дуге. Во время освобождения Украины ему было присвоено звание младшего лейтенанта. В боях на Львовском направлении он был тяжело ранен. В это же время всю его семью выгнали из родного дома и отправили в ссылку. По словам его сына, Тимура Котикова, только спустя много лет после войны отец случайно узнал, что предназначавшуюся ему звезду Героя Советского Союза получил другой человек – командир батареи Дмитрий Бачинский. Тогда мы жили в Грозном. К нам приехал бывший его фронтовый друг, командир батареи Герой Советского Союза Бачинский. Собрались еще другие их фронтовые друзья. И Дмитрий Бачинский за столом, показывая на свою награду, сказал: «Хаджимурат, я ношу награду, которая представляли тебя». Отец отнесся к этому вполне спокойно, он особо не гнался, видимо, за наградами. Ну и Дмитрий Бачинский был, в принципе, достойный человек, который достоин был также носить это звание. Иначе они не дружили бы всю жизнь. Как и все ингуши, фронтовик Хаджимурат Котиков
не имел права вернуться на родину со своей семьей вплоть до 1957 года. Историческая справедливость в отношении города Малгобека была восстановлена только через 62 года после окончания войны. Осенью 2007-го указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм ему было присвоено почетное звание «Город воинской славы».